Все мы сильно переживаем, когда происходит авиакатастрофа. В среднем пассажирский самолет вмещает около 200 человек, и поэтому это всегда большое горе и траур для всей страны. А теперь представьте, что ежегодно в Казахстане падало бы 10 самолетов. Именно столько людей каждый год гибнет на дорогах Казахстана. Алматы – один из лидеров среди регионов по числу жертв ДТП. Для снижения рисков ДТП в Алматы планируют снизить скоростной режим на магистральных улицах, улицах городского значения, улицах местного и районного значения до 30-50 км в час. Подобная мера успешно реализована во многих городах мира, рекомендована ООН и другими авторитетными организациями. Почему? Потому что самая частая причина ДТП со смертельным исходом или тяжелыми травмами – это высокая скорость. Если машина на скорости 60 км в час столкнется с пешеходом, он погибнет с вероятностью 80-90%. У детей и пожилых людей шансов еще меньше. При скорости автомобиля 30 км в час пешеход максимум получит легкую и среднюю травму, но останется жив. Повышение скорости на 1 км в час повышает риск смертельного исхода при ДТП на 4-5%. По данным ВОЗ, ежегодно по всему миру в ДТП погибает около 1,3 миллионов человек. Чтобы остановить это, в ООН разработали глобальный план снижения смертности и травматизма на дорогах на 50% к 2030 году. Эту инициативу поддерживают многие страны и города, вне зависимости от уровня развития или автомобилизации. В Африке, Европе, Азии, Австралии, в Северной и Южной Америках. Ограничения в 30 км в час вводят вокруг школ и центров притяжения, а в некоторых городах вообще на всех улицах. Например, Париж. Город с августа 2021 года живет при скорости в 30 км в час. К примеру столицы уже последовали многие другие города Франции. Мэр Парижа Ан Идальго была переизбрана на второй срок, в том числе благодаря своему обещанию ограничить скорость в городе до 30 км в час. И убедительное большинство жителей ее поддержало. Ограничение скорости в 30 км в час должно быть не только в Алматы, но и в других городах Казахстана. И вот 3 причины, почему вы тоже должны поддержать снижение скоростного режима в вашем городе. Первое. Повышение дорожной безопасности. Скорость движения автомобиля прямо влияет на тяжесть последствий ДТП. Жизнь и здоровье человека – это наивысшая ценность, поэтому ограничение скорости – это цель номер 1 для казахстанских городов, где в ДТП гибнут и получают тяжелые травмы тысячи людей каждый год. Второе. Развитие устойчивого транспорта. Более спокойные улицы позволяют создать благоприятные условия не только для пешеходов, но и для пользователей велосипедов и самокатов. Если больше людей предпочтет средства микромобильности автомобилю, пробок станет меньше. Кроме того, при скорости в 30 км в час поток становится более предсказуемым, без резких перестроений, сокращается дистанция между машинами. Это тоже снижает риск возникновения дорожных заторов. И третье. Улучшение экологии города. Каждые 20 км в час шум, который производит машина, увеличивается на 12 дБ. При 50-60 км в час он достигает 70 дБ. Постоянное воздействие такого уровня шума вредит здоровью человека. Во-вторых, доказано, что чем ниже скорость автомобиля, тем меньше вредных выбросов он делает в атмосферу. Дело в том, что именно ускорение и резкое торможение увеличивает выбросы от выхлопных газов, а стабильная езда в пределах 30 км в час их снижает. Снижение скорости административными мерами, расширение покрытия системы видеофиксации нарушений, изменение уличной инфраструктуры по принципам Vision Zero и ужесточение наказания за нарушение правил помогут сделать казахстанские города лучше, безопаснее и экологичнее. Сегодня Urban Forum Казахстан объявляет о начале информационной кампании за ограничение скорости в городах Казахстана до 30 км в час. Читайте больше о компании на нашем сайте urbanforum.kz и поддержите нас, распространив это видео среди ваших знакомых.